Здесь учатся самые маленькие, на любой подготовительный класс. Давайте заглянем сюда. Это дети, которые вообще не ходили в детские сады, они вот сразу, значит, к нам приходят в нулевой класс. В чем особенность этих классов? Учителя создают вот тот благоприятный, наверное, климат, в котором они работают, поэтому детишки у нас такие живые, им очень интересно. И в итоге, по окончании школы, дети уже свободно могут говорить, надеемся, на академическом уровне, как на кыргызском, так и на русском языке. В этом и заключается та инновационность, о которой мы говорим. Амперметр. Что измеряем? Амперметр? Силу измеряем. Вот этот амперметр. Имеет две клеммы, да? Здесь кабинет физики. Как раз здесь проводится урок. В этом году у нас новое оборудование. Этот кабинет нам интересен тем, что у нас проводятся разные лабораторные работы, при помощи которых учителя объясняют нам новую интересную тему. В 4 кабинетах сделан капитальный значительный ремонт. Мебель поступает новая. Буквально недавно получили необходимые лабораторные приборы. Наглядности. Это для кабинета физики, химии, биологии. И это очень ощутимо, это большая помощь учителям. Здесь у нас кабинет информатики. Давайте пройдемся сюда. Здесь у нас в этом году новые компьютеры. Я надеюсь, что это поможет нам в будущем. Можно сказать, больше интереса, наверное, и учителей, и учеников стало. Потому что ведь легче заниматься, когда у тебя интерактивная доска, когда возможностей больше, когда готовые эти наглядные пособия. Вот эти применяемые всякие интерактивные методы для учащихся, это тоже улучшает качество знаний. Инновации, которые вводятся в нашей школе, играют очень большую роль. Вот мы подключены к интернету. Через интернет наши ученики могут получать различные сведения по образовательным порталам. Например, портал «Я Сколково», это новейшая школа города Москвы. Они через интернет могут сдавать экзамены, они могут участвовать в вебинарах. Мы очень часто проводим различные конференции через онлайн-ресурсы. Новая технология, это, конечно, требование времени, это благо для наших учащихся. В целом Евросоюз является одним из наших основных партнеров по развитию. Все средства, которые выделяет Евросоюз, они направляются сразу напрямую в поддержку бюджета. За последние 2 года предусмотрена была грантовая помощь со стороны Евросоюза в размере 36 миллионов евро, из которых 20 миллионов евро Кыргызстан уже получил. This is the human capital, yeah? I mean, so these children, in fact, you see them here. I mean, these children are the future of Kyrgyzstan. This is why we want also to support a good strategy. This is why we also have support for the strategy. Give them the opportunity to study well and to learn well and to become good citizens.